ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В пятницу утром комиссия из сотрудников Управления культуры, ЖКХ и ГИБДД определила места будущих знаков турнавигации. Ранее места дислокации указателей к знаковым культурным объектам Ухты не раз обсуждали в составе рабочей комиссии при Управлении культуры. Однако, как это будет выглядеть не в теории, а на практике, проверили сегодня. Согласно проекту, нужно установить 1 разветвленный указатель, 5 одиночных, 3 информационных стенда и карту города с арт-объектами. При этом времени немного. Работа началась еще предварительно, то есть до объявления выделения субсидий. Это касается и комиссии по безопасности дорожного движения, и проектирования макетов, и всего прочего. После того, как объявили о том, что субсидии нам все-таки будут выделены, сейчас мы уже конкретно прорабатываем вопросы мест установки знаков туристской навигации. Будем согласовывать данные места с архитектурой, для того, чтобы нам дали согласие уже из администрации. Ну и потом уже будет вестись работа по изготовлению и непосредственно по установке. Общая логика схемы такова, чтобы человек смог, ориентируясь на знаки, дойти до самых значительных культурных объектов Ухты. Направление должно быть понятно как местным жителям, так и гостям города. Учитывая это обстоятельство, маршрут проложили по главным транспортным артериям Ухты: проспектам Космонавтов и Ленина, Старому городу, кладбищу репрессированных, недавно достроенному храму новомучеников и так далее. Важная деталь: места для знаков турнавигации постарались выбрать удобно как для автомобилистов, так и пешеходов. Главное, чтобы они при этом еще и не мешали. Осматриваем, смотрим для того, чтобы, собственно говоря, в тех местах, где можно размещать. Но я хотя бы здесь добавить о том, что это может быть даже не конечный. Потом впоследствии будем еще обсуждать уже конкретно, когда при установке, там, скажем, если будет требоваться разрешение организации дополнительных, то, соответственно, мы будем согласовывать. Предварительно 3 информационных стенда будут рассредоточены по культурным объектам Старого города: Краеведческий музей, Октябрьская площадь рядом с фонтаном и Почтовая площадь. Место установки карты города с указанием арт-объектов обсуждается. Несколько дней назад в группе ГСП онлайн было запущено голосование, где жителям предлагали выразить свои предпочтения среди предложенных площадок. Лидирует площадка в сквере рядом с домом «Бытосервис». Это место называет наибольшее число людей в опросе, и с ними солидарна рабочая группа. Здесь даже уже бетонный постамент есть. При случае может пригодиться в качестве фундамента для арт-объекта. Еще одна площадка — Комсомольская площадь и городской дворец культуры рядом с ней. Выбор оправдан. Как-никак, один из центров города и самая большая площадь в его черте. Одним словом, место видное. Закономерная площадка для карты — мемориал «Вечный огонь». Место знаковое для нашей страны, да и есть почти в каждом городе. К тому же, если поставить карту здесь, то сразу понятно, в чем же наша сила, брат. Городской автовокзал также в списке лидеров для установки карты. Логика проста. Приехал в город, увидел карту, понял, куда хочешь сходить. Один нюанс: в Ухте автовокзал в частной собственности, но проблем с доступом, думаю, не будет. Последняя площадка — Октябрьская площадь. Место сразу 3 культурных объектов: центрального входа в детский парк, бывшего ГДК, ныне храма, и, конечно, известного памятника Пушкину авторства Бруни. Впрочем, долго определяться некогда, ведь первые знаки турнавигации должны появиться в Ухте еще до конца 2016 года. А вот помогут ли они привлечь туристов в жемчужину Севера, покажет будущее.